Палеонтологические материалы, найденные в Якутии, могут стать открытием всемирного масштаба. В республике работает совместная российско-китайская научная экспедиция в составе ученых из МГУ и Нанкинского института геологии и палеонтологии. В ходе работы на юго-востоке региона они обнаружили минеральные останки животных, населявших планету 50 миллионов лет назад. Подробности открытия в сюжете Афанасия Николаева. Профессор Нанкинского института Мао Янжу не скрывает волнения. Найденные окаменелости могут пролить свет на эволюцию жизни на Земле в период, отдаленный на десятки миллионов лет. Если это действительно древнейшие окаменелости в мире, то эти образцы сокровища планетарного масштаба. Они очень ценны для науки и смогут изменить наши представления об эволюции видов на Земле. Находка приходится на период между докембрийской и кембрийской эрами. Тогда, 50 миллионов лет назад, даже континенты располагались иначе. Ну да, вот во время конца докембрийского вот этого интервала и начала кембрийского, Якутия и вся Сибирь – это был отдельный континент, который находился примерно в экваториальной зоне, то есть в тропической, во всяком случае, зоне. Здесь было мелководные карбонатные моря, но были и глубоководные бассейны. И вот эта ситуация географическая и климатическая, она, видимо, и позволила именно здесь появиться вот этим скелетным минеральным организмом. Международная экспедиция проработала в Якутии всего несколько недель. В Усть-Майском районе на границе с Магаданской областью и за этот срок смогла сделать возможное всемирное открытие. Как отмечают ученые, регион – настоящая сокровищница для палеонтолога. Это ключевой район для наших исследований. Весь северо-восток республики, восток и юго-восток региона нам интересны. Все зависит от финансирования. Возможно, мы организуем фонд для сбора денег для продолжения исследований. Исходя из важности находки окаменелости раковины Суваравелла, в воскресенье в Якутск прибудет профессор палеонтологии из Эдинбургского университета. Образцы, найденные в Якутии, подвергнут всем возможным исследованиям. А совместная уже российско-китайско-британская экспедиция продолжит раскопки на юго-востоке региона. Афанасий Николаев, Евгений Лугинов, НВК «Саха», Якутск.